Жизнь Авраама. Авраам был одним из пастухов, который смотрел за овцами. И в то же время он очень верил в Бога, и Бог его очень любил, так как он очень верил в Бога и никогда не делал грехи. Авраам и его семья. Никто не знает, как и где родился Авраам, но мы знаем, как звали его отца. Его отец Фара, и у него был брат Нахор, а другой брат у него умер. У Авраама была жена Сара, и они очень любили детей, и они очень хотели иметь детей, но они не могли иметь детей. Вот Сара, это она. Да. Красиво, красиво. Бог сказал Аврааму: пойти из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословлении. Я благословлю благословляющих тебя и зловящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные. И Авраам не знал точно, куда ему идти, но Бог ему все время подсказывал, когда Авраам просил у него помощи. Авраам взял с собой весь народ, также его жену Сару и его племянника Лота. Они не могли уже идти, теряли сознание, но они следовали за Авраамом. И вот пришли они в Египет. Они были очень голодные и уставшие. Когда фараон увидел их и решил их не впустить, Сара хотела, фараону очень понравилась Сара, и он ее взял в жены и наградил Авраама. А в египетских законах, если ты муж какой-то девушки, и который любит фараон, он должен убить мужа. Но Сара собрала, так как ей было жалко Авраама, и она его очень любила, сказала, что она его сестра. И поэтому фараон его наградил. Но Господь, Господу это не понравилось. Наказал он фараона, и фараон отправил Авраама, Сару и весь народ Авраама прочь из Египта. Они шли. И потом они дошли до Содома и Гоморры. Люди в Содоме были очень грешны, и Бог решил их наказать. А в том же городе Лот жил со своей семьей. И когда Аврааму сказал Бог и всему народу, и ангелам, чтобы они забрали не забрали, а сказали другим людям, которые не грешные, рассказать им, чтобы они из города убирались. Разрушил Господь тот город, а Лот и его семья сбежали в Сигор. Но его жена превратилась в камень, так как она оглянулась, когда Бог разрушил город. Бог сказал их семье не оборачиваться, но ей было очень интересно, и поэтому она вернулась, превратилась в камень. Вот дошел Авраам до земли ханаанской. Бог сказал Аврааму: ибо все, что ты видишь, будет твоим и твоего потомства навеки. Я сделал потомство твое, как песок земный, твое потомство сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу ее и в ширину ее. Я дам ее тебе. И Авраам пошел к Мавре и создал там жертвенник Господу. Авраам продолжал верить Богу, несмотря на то, что у него до сих пор не было детей. Господь повторяет свое обещание. Господь сказал Аврааму: не бойся, я твой щит, и награда твоя весьма велика. Но Авраам не верил, он говорил: Господь, что же ты дашь мне, я останусь бездетным, а наследником моим будет Элизер. Господь ответил: нет, он не будет твоим наследником. Посмотри на небо
и сосчитай звезды, если сможешь. Столько будет у тебя потомков. И Авраам поверил Господу, как и всегда. Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать, извините, будущее дитя Авраама. У Сары не было детей, ей было очень жалко Авраама, так как он хотел детей. У нее была служанка под именем Агарь. И Агарь, она была в Египте и служанка фараона, так как из Египта служанки никто не выходит. Сара могла бы тоже его стать служанкой, если бы она ему перестала нравиться. Но Агарь решила забрать ее с собой, так как она была его лучшая подруга. И Сара сказала Аврааму: Господь заключил чрево мое, чтобы не мне рожать Агарь. Войди же к служанке моей Агарь, и, может быть, я буду иметь детей от нее. И Авраам послушался. Это не понравилось Агарь, когда она узнала, что ждет ребенка от Авраама. Она относилась плохо к Саре. Сара стала ее притеснять, и Агарь убежала. Дитя Авраама. Нашел ангел Агарь, повелел идти обратно, покориться Саре. Он сказал Агарь, что у нее будет сын, и она его назовет Измаил. И вот родила Агарь сына. Аврааму было 80 лет, когда Агарь родила. Авраам. Господь сказал Аврааму, что теперь его имя будет Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, я дам твоим потомкам всю землю ханаанскую. Также Господь сказал Саре, что теперь она будет Сара, что у нее скоро будет ребенок. Но Авраам не поверил, так как ему было 100 лет, но Господь его убедил, и назовет сына Исаак. Сара рожала 2 сутки и наконец-то родила Исаака. Мальчик рос, был умным, послушным, и он очень любил своего старшего брата Измаила, сына Агари. Сара очень волновалась, так как она знала, что Агарь хочет, чтобы наследник был Измаил. Авраам долго молился и решил, что надо знать Агарь и Измаила. Это было трудно, потому что они любили их. Жертвоприношение. Исаак был уже взрослым, около 14 лет, и Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака и убить его. Это был его единственный сын. Авраам не поверил своим ушам, но он послушал Бога. И когда он высунул нож и помолился, Господь его остановил и сказал: «Я в тебе не ошибался, я тебе поверил». И Авраам не убил Исаака. Что вы делаете? Это жертвоприношение. Когда Исаак думал, что принесут жертву, как всегда, этого ягненка, но потом, когда папа его положил на камень, то он уже все понял. Смерть Сары. Сара умерла, когда ей было 127 лет. Аврааму было очень грустно, и так же, как и его сыну Исааку. И через год умер Авраам. Авраам – друг Бога. Бог любил Авраама так как он все время ему служил, никогда не грешил. Авраам прошел через большое испытание, так как и Бог прошел, когда Иисуса казнили. Картинки. Спасибо большое за ваше внимание. Я надеюсь, что вам понравилось, и вы получили немного удовольствия. А сейчас вам расскажет Джордан про жизнь Исаака, сына Авраама. Спасибо, Лика. Чего ходите туда-сюда? Молодец, Лика, молодец.
это история Исаака. Да. Молодец. Исаак, Авраам было 100 лет, когда Исаак родился. И Исаак был как хорошо мальчик. Он служил Богу, любил Богу и все это. Он, когда все было трудно, он верил, что Бог будет сделать что-то или что-то. Но Бог сказал Авраам, что ты надо убить Исаака на жертву. И Авраам не хотелось, но он надо сделать, потому что это Бог сказал. И Исаак очень послушный, он был очень послушный, потому что если он не послушный, он будет бежать, потому что он может бежать. Но он хотел служить с Богом, и все. Но мир был очень трудный еще. И тогда Авраам нож, вот как здесь, ангел приел и говорил стоп, потому что сейчас Бог знает, что Авраам верил в Бога и не убью никого. И потом, когда Исааку женщина была Ребекку, и она тоже любила Бога и все. И Исаака и Ребекку, как по-английски very wealthy, да, богатый. Но они не сделали вот он служил, он помогал всем и окей. Но Бог знал, что никого землю не перфект. Но Ребекку и Исааку очень молодец, потому что он служил Богу. Он может чуть-чуть, да, но он все на. Okay. Well, mostly they were pretty good for most of their life. So I would say that they had lots of faith and trust in God, because if they didn't, they wouldn't be as wealthy as they were. So one day, so how Isaac and Rebecca got married? Well, a servant went and Abraham told him that whichever girl that gives him water and water for his camels is the one that Isaac's supposed to marry. And they have to go to their father's house, and after you'll give them presents and bring them with you. So he went there, and there were only a couple of girls, and
well, he was starting to get actually thirsty. So finally he saw one girl named Rebecca, and he said, "Ma'am, can I have a drink?" And it's like, "Yes, and I'll feed your camels too." So after that, she might have been the one, but if her father didn't give her gifts, she couldn't have been the one because, well, that wasn't one of God's promises. So when they went back to her house, they went, well, when they went back to their, well, Rebecca was nice and went. No, Rebecca and Isaac were always obedient, and they needed lots of wisdom to control themselves because it wasn't always easy for them. Because, well, as you know, we all have temptations, so we all sometimes can't control our temptations, but they did a really good job here. So I'd say the moral is, you'll get lots of blessings if you're obedient, have trust in God and have faith. But if you don't have any of those characteristics, you'll just be one of those mans begging money on the street. So you won't be that blessed if you don't trust God and trust His will that He'll do what you need, and not, because you can't go by your way. You have to follow God and not yourself. So, no, out of all, he was very and he was also since they were all obedient, as I said, they got their wealth, but when they were sad when people died, but so for most of their life, they lived happily because they trusted God and were obedient and had lots of wisdom and faith. So you can't, without all of those things, you can't be like Isaac or Rebecca. So I'd say that I'm saying this as myself as a grade 4. If you can't have all those things that God wants you to, or all of those things, or like the Bible, it says respect your parents, and it says all these rules. If you can't follow them, if you do exactly the opposite, you can't expect to get blessings, because sometimes like Isaac, he messed up too, but just like me when I messed up here. But